Микрофон включен. Добрый день, уважаемые коллеги. Рада приветствовать вас на занятии Библиоэкспресс «Знания с доставкой на дом». Сегодня у нас замечательный осенний денек. Вот такие вот листья в каре. Солнышко чуть-чуть светит, дождь не идет. Ну, поэтому счастье. Это было лирическое отступление. Открываю презентацию. Скажите что-нибудь. Еще раз всем добрый день. Слышно? Раз, два. 4. Ну, давайте так. Вам что повторить? И нас было слышно. Уважаемые коллеги, еще раз всем добрый день. Я рада вас приветствовать на нашей встрече, на занятии в рамках Библиоэкспресса «Знания с доставкой на дом». И тема нашего сегодняшнего занятия, я открываю презентацию, обменно-резервные фонды библиотек, традиции и новые формы работы. Я хочу представиться. Меня зовут Балакшина Галина Игоревна, я ведущий библиотекарь отдела комплектования и каталогизации ГБУ РК Национальной библиотеки Республики Коми. Тема достаточно серьезная, узкая, картинок будет мало, текста будет тоже не так много, только по существу, никакой воды. Приступим. Поехали. Итак, F5. начнем с ГОСТа. Дадим определение обменному фонду и резервному. ГОСТ 7093 2015 года. Библиотечный фонд. Технология формирования. Обменный фонд состоит из непрофильных документов отдельной библиотеки и предназначен для их перераспределения путем безвозмездной передачи другим библиотекам, иным некоммерческим организациям и продажи юридическим и физическим лицам. Резервный фонд состоит из дуплетных экземпляров, печатных изданий, мастер-копий, микрофильмов и электронных документов и предназначен для пополнения пользовательских фондов библиотеки в случае утраты или полной непригодности документов. Тему обмена резервного фонда мы будем рассматривать на примере нашей библиотеки. Для того, чтобы было понятно мне, о чем я говорю, и в случае, если у вас возникнут вопросы, я смогла ответить, опираясь на личный опыт, на опыт работы нашего фонда. Определим правовую основу деятельности обменного резервного фонда нашей библиотеки национальной. Ну, естественно, что это первый федеральный закон, он главный для нас, 78-й о библиотечном деле. Кроме того, в своей деятельности обменный фонд руководствуется и федеральным законом 77-м об обязательном экземпляре документов. О бухгалтерском учете федеральный закон номер 402. Кроме того, еще порядок учета документов, входящих в состав библиотечного фонда, утвержденный приказом Министерства культуры Российской Федерации от 8 октября 2012 года. Вот такая нормативная база. И наши локальные документы. Это, естественно, устав Национальной библиотеки Республики Коми, профиль комплектования библиотечного фонда Национальной библиотеки Республики Коми, положение об обменно-резервном фонде,
приказы и технологические инструкции. И вот на сегодняшний день я могу еще добавить в этот список один документ. Это порядок учета документов, печатных или на физических съемных носителей, входящих в состав библиотечного фонда Национальной библиотеки Республики Коми. Этот документ разработан, он находится на утверждении, и я думаю, что вот не за горами то время, когда мы начнем плотно-плотно по нему работать. Продолжим. Поговорим о функциях обменно-резервного фонда. Восполнение документального фонда библиотеки. Докомплектование фондов муниципальных библиотек и библиотек других ведомств. Комплектование вновь открываемых библиотек, а также библиотек, пострадавших от пожаров и стихийных бедствий. Книгообмен, перераспределение документов между библиотеками, в том числе и у нас международный книгообмен существует. Безвозмездная передача социальным учреждениям и другим организациям нераспределенных, невостребованных документов из обменного фонда по их заявкам. Систематическое пополнение зон буккроссинга в различных учреждениях. Мы рассматриваем на примере Национальной библиотеки и можем говорить о том, что обменно-резервный фонд Национальной библиотеки создан с целью докомплектования, пополнения фонда, в первую очередь, это фонда нашей библиотеки и библиотек учреждений культуры Республики Коми. Книгообмена и перераспределения дуплетных экземпляров изданий, не потерявших информационной и научной ценности между библиотеками республики и библиотеками других субъектов Российской Федерации, формирование вновь создаваемых библиотек, учреждений культуры Республики Коми и библиотек, пострадавших от стихийных бедствий, и восполнение утраченных в процессе обслуживания пользователей Национальной библиотеки часто спрашиваемых изданий. Обменный фонд можем рассматривать как вспомогательное документное собрание, формируемое за счет непрофильных и дуплетных экземпляров, исключенных из действующих фондов библиотеки, а также специально приобретаемых для целей обмена документов и для безвозмездной передачи. Обменный фонд позволяет библиотекам организовать перераспределение дуплетной литературы среди библиотек города, республики, в масштабах страны, ну и международный книгообмен, он тоже существует. Процессы устаревания информации приводят к тому, что в библиотеках непрерывно образуются части фондов, состоящие из малоиспользуемых и неиспользуемых изданий. Значительная часть подобных изданий сохраняет потенциальную ценность для читателей других библиотек. Альтернативой списанию изданий является их использование в качестве дополнительного источника комплектования фондов. Предмет обмена, как правило, издания, не подлежащие постоянному хранению и утратившие информационную ценность для пользователей данной библиотеки, непрофильные издания, дуплетные экземпляры. Одна из функций обменных фондов – перераспределение выбывающей из библиотеки литературы между другими библиотечными учреждениями. Документы, принятые из этого источника комплектования, по умолчанию полезны для дальнейшего использования. Следовательно, суждение об оправданности существования обменных фондов можно начинать с фиксации факта, что передаваемые в обменный фонд документы действительно перераспределяются. И если процесс происходит, то, по-видимому, существует и потребность в таком источнике комплектования. Мы говорили о такой функции, как восстановительное комплектование библиотек, то есть докомплектование фондов собственных и других библиотек в сегменте уже имеющихся или имевшихся изданий. Дополнительная экземплярность, взамен утраченных, разрушенных, пострадавших по разным причинам. И вот я хочу все подкреплять примерами. На сегодняшний день, буквально в прошлом году и в этом году, мы смогли, используя обменно-резервный фонд, пополнить библиотеки села Лойма. Там произошел пожар, и вся республика помогала Лойме восстанавливать фонд. Ну и вот Усть-Кулом тоже Усть-Кулому потребовалась наша помощь, и мы подготовили небольшую партию литературы для восполнения утраченного фонда. То есть вот в данном случае у нас была социально значимая литература.
И мы смогли передать ее в небольшом объеме, по 2 экземпляра, но, предположим, там 15 наименований книг для библиотек Усть-Коломского района. Еще мы можем говорить о такой функции обменного фонда, как историко-культурная функция. Книги, хранящиеся в обменном фонде, очень часто содержат автографы, владельческие и читательские пометы и надписи, штампы, экслибрисы. Например, из библиотеки такой-то, читал тот-то. Для историков представляет также интерес и комментарии простых читателей своего времени на книгах, например, конца XIX – начала XX века. На изданиях времен социальных потрясений литература обменно-резервного фонда при этом может быть востребована в специальных целях и в специальных случаях. Например, при открытии или обновлении музеев, мемориальных библиотек, реконструкции интерьеров. Таких примеров множество. Например, музей-квартира писателя. Возможно, потребуется литература, и мы ее сможем предоставить, используя наши фонды. Библиотека гимназии или лицея, собрание книг, которые мог читать такой-то, например, выдающийся деятель, да. То есть здесь наша помощь может пригодиться и потребоваться. При создании специализированных библиотек, например, поэтических, исторических, семейного чтения, прикладного творчества, ну и так далее. И, наконец, часто в дуплетах обменного фонда библиотеки ищут, например, литературу, изданную в их крае на определенном языке, по теме, периоду, конкретным лицом или учреждением. То есть вот, пожалуйста, мы всегда готовы помочь, если имеем данную литературу. Ну вот еще на одной функции хотелось бы остановиться, потому что она у нас очень даже рабочая. Это специальная гуманитарная направленность. В качестве социально значимых для общества характеристик обменные фонды следует отметить их специальную гуманитарную направленность, ибо это есть канал безвозмездной передачи литературы учреждениям, как правило, хронически не имеющим средств на комплектование, но нуждающимся в литературе и по разным причинам пострадавшим. Это учреждения народного образования, детские сады, школы, высшие учебные заведения, учреждения социальной защиты, например, приюты, детские дома, учреждения общества инвалидов, граждан с ограничениями жизнедеятельности, культурно-просветительные учреждения, музеи, сельские библиотеки, клубы, учреждения здравоохранения, больницы, интернаты, воинские и другие учреждения, такие, например, как тюрьмы, колонии. То есть ну, мы работаем с ними, мы готовим партии литературы, которые нам передают в дар жители города Сыктывкара или какие-то организации. Ну, там, конечно, особые требования к этой партии литературы, но тем не менее мы сотрудничаем, и литературу получают эти организации из обмена резервного фонда нашей библиотеки. Ну, вот еще одна функция, которая у нас пока не реализована, но она уже прям вот назрела, и в наш устав библиотеки внесены изменения. И кроме того, в порядке учета документов уже есть несколько пунктов, посвященные этой функции. Это дополнительные денежные средства. В последние десятилетия обменные фонды также канал, через который библиотеки получают хоть и небольшие, но все же дополнительные денежные средства. Продажа невостребованной литературы учреждениям, библиотекам, населению не только расширяет спектр экономических возможностей и выгод библиотеки, но и полезно обществу в целом, ибо раньше часть такой литературы списывалась и, соответственно, утрачивалась социумом, а теперь возможно использовать канал продажи, и она будет востребована. Мы еще поговорим об этом чуть позже. Структура и организация обменно-резервного фонда. Опять же, мы рассматриваем его на примере нашей Национальной библиотеки и нашего обменно-резервного фонда. Обменно-резервный фонд является универсальным по своему составу, содержит книги, продолжающиеся и периодические издания на русском и коми-языках. Обменно-резервный фонд состоит из следующих частей. Обменный фонд, резервный фонд по краеведению,
В обменно-резервном фонде применяются следующие системы расстановок. Алфавитная для краеведческих изданий, алфавитно-хронологическая для периодических изданий и отраслевая для изданий общего фонда. Кроме того, то есть я не сказала, что у нас один отдел обменно-резервный, то есть вместе и обменный фонд, и резервный. Но кроме того, существует при организации обменно-резервных фондов, вне зависимости от названия, возможны два подхода. Они объединены в одну общую структуру, вот как у нас, и объединены или существуют раздельно. Даже, предположим, обменный фонд может существовать в одном отделе комплектования, а резервный, например, в другом совершенно. Именно такова вот структура в Российской национальной библиотеке, где эти фонды исторически находятся даже в составе разных отделов. Обменный фонд в отделе комплектования, а русский запасной фонд в другом отделе. Различен состав этих фондов. Обменный фонд включает и отечественную, и иностранную литературу, а запасной фонд только отечественную литературу. Это мы говорим о Российской национальной библиотеке. Так, продолжим. В крупной библиотеке национального статуса, ну вот опять же, это Российская национальная библиотека, разделение обменного и резервного фонда связано с тем, что их основные задачи принципиально различны. Резервный фонд – это некий страховой фонд, запас, предназначенный прежде всего для пополнения собственных фондов. А обменный фонд содержит литературу, в основном выбывающую из библиотеки, ну в кавычках, ненужную ей. Понятие ненужной литературы также весьма относительно. Разнообразны причины, по которым издания зачастую возвращаются в фонды своей собственной библиотеки. Кроме того, практика работы свидетельствует о востребованности изданий, давно списанных и зачастую уничтоженных большинством библиотек. Так, например, коллекционеры на сегодняшний день интересуются пятитомными изданиями Леонида Ильича Брежнева, ленинским курсом. Зарубежные партнеры, это мы говорим о опыте РНБ, просят обмен на ценную современную литературу, на свою ценную современную литературу, прислать им следующие издания. Пашков, «Экономический закон преимущественно роста производства, средств производства». Дзарасов, «Научные основы управления социалистической экономики» и так далее. То есть вот такие потребности могут быть. Так, обменно-резервный фонд, я уже говорила, Национальной библиотеки является составной частью библиотечного фонда Национальной библиотеки, и деятельность по организации и развитию обменно-резервного фонда библиотеки относится к компетенции отдела комплектования. У нас отдел звучит отдел комплектования и обработки нашей библиотеки. Так, комплектование обменно-резервного фонда. Обменно-резервный фонд комплектуется, это мы повторяем уже, за счет дуплетных, непрофильных по отношению к основным фондам библиотеки экземплярам. Книг, передаваемых в дар физическими и юридическими лицами. Книг из фондов, ликвидируемых библиотеки и других источников. Это основные источники комплектования обменно-резервного фонда. Отбор изданий в обменно-резервный фонд и из него осуществляется специалистом обменно-резервного фонда отдела комплектования. Опять же, мы рассматриваем на примере нашей библиотеки. Не подлежат включению в обменно-резервный фонд особо ценные и антикварные издания, произведения печати, ставшие библиографической редкостью, а также рукописные и печатные материалы, являющиеся книжными памятниками истории и культуры. Мы их передаем в фонд редкой книги. Он у нас есть в библиотеке. В обменно-резервный фонд должны направляться издания, не утратившие своего научного, исторического, культурного и художественного значения.
Профиль обменно-резервного фонда определяется профилем комплектования основных фондов Национальной библиотеки. Экземплярность изданий одного наименования в обменном фонде составляет от 1 до 3 единиц. В отдельных случаях экземплярность может быть увеличена. Но это решается коллегиально все. В резервном фонде составляет от 1 до 2 единиц. В отдельных случаях экземплярность мы также можем увеличить. Издание обменного фонда учитывается в книге суммарного учета обменно-резервного фонда. Обменный фонд, состоящий из непрофильных для библиотеки изданий, в том числе списанных по причине непрофильности объекта библиотечного фонда, числится на забалансовом счете с условной оценкой 1 рубль одно издание. Использование обменно-резервного фонда. Обменно-резервный фонд обеспечивает деятельность Национальной библиотеки по ведению книгообмена с библиотеками субъектов Российской Федерации, муниципальных образований Республики Коми, а также различных учреждений и ведомств Республики Коми с целью комплектования ее фондов изданиями сочинений русских, советских, зарубежных классиков, художественной, научно-популярной и краеведческой литературой. Структурные подразделения Национальной библиотеки имеют право приоритетного отбора изданий из обменного фонда в целях докомплектования своих фондов, замены ветхих изданий в своих фондах. На издания, передаваемые из обменно-резервного фонда в другие библиотеки, заключаются договоры книгообмена. Сейчас мы посмотрим. Могу ли я быстренько найти его сразу? Ну вот, пожалуйста, договор книгообмена на издания, которые мы передаем в другие библиотеки и в том числе международного книгообмена. Здесь прописаны все основные условия книгообмена и так далее. Если кому-то потребуется данный документ, то я с удовольствием его предоставлю, и вы на основе нашего договора сможете создать свой документ. Внутри системы... Так, секундочку, я немножко не справляюсь. Так, мне бы найти нужны договоры. Ой. Сейчас, секунду. И вам не нужно вернуться на ту страничку, что не получается. Да, все вот здесь. Так. Так, кроме того, бывают ситуации, то есть всю передачу мы оформляем. Мы просто так не берем книги, да, и просто так мы не отдаем книги. Поэтому у нас есть документы на все случаи жизни. Это договоры безвозмездно передаваемого имущества с актом приема и передачи. Ну, вот так прием передачи я, конечно, не включила сюда, но хотя бы иметь представление, какие договоры у нас есть. Например, если мы кому-то передаем, то вот работает этот договор, да, и я сейчас перелистну. Пожалуйста, если к нам кто-то что-то дарит, мы просто тоже так не имеем права принять, мы принимаем эту литературу, и в том числе мы вносим необходимую информацию для дальнейшей работы с этой литературой. То есть у нас как бы конкретно, кто нам передает, в каком объеме и так далее. Также к этому договору есть акт приема передачи, где мы всю литературу также описываем. Так, хорошо. Поехали дальше. Так. Выбытие документов обменного фонда оформляется в соответствии с порядком документального оформления поступления выбытия документов библиотечного фонда государственного бюджетного учреждения Республики Коми. Это я говорила уже об этом нормативном акте внутреннем. Он у нас сейчас на утверждение, то есть у нас будет рабочий, но в том числе я хочу немножечко с ним уже поработать, потому что информация там достаточно полезная, и я думаю, что стоит об этом говорить. Так, исключение документов обменного фонда осуществляется в условной оценке 1 объект, 1 рубль. Невостребованные или нереализованные в течение 6 месяцев с даты списания документы обменного фонда могут быть на безвозмездной основе использованы в рамках реализации социально значимых проектов и мероприятий библиотеки. Ну вот у нас, например, это «В дорогу с книгой», «Маленькая свободная библиотека», «Книги лечат» и так далее. На республиканских, городских мероприятиях, акциях, мероприятиях и социальных акциях различных учреждений и организаций. То есть мы всегда активно подключаемся. У нас
с удовольствием приглашают, ну, потому что вот у нас уже практика такая наработанная, и, в принципе, мы нужны в этом качестве для нашего города. Продажа списанных по причине непрофильности документов и исключенных из состава библиотечного фонда осуществляется по запросам юридических и физических лиц. Оценка документов, предлагаемых продажи, вот мы планируем это, да, то есть, ну, уже в нашем нормативном акте мы описываем, производится сотрудниками отдела комплектования и каталогизации сравнительным методом на основе рыночных цен с учетом физического состояния изданий. Продажа документов осуществляется на основе выбора изданий в обменном фонде, интернет-магазине библиотеки, с оплатой заказа наличными средствами через контрольно-кассовый аппарат или с использованием иных платежных систем, в том числе через интернет. На списанных объектах, исключенных из библиотечного фонда по причине непрофильности и разрешенных к продаже, будет проставляться штемпель «Разрешено к продаже». Ну, еще небольшое отступление, что все то, что мы сможем заработать на продаже, будет идти только на комплектование. Кроме того, невостребованная библиотеками-партнерами литература может безвозмездно передаваться населению, библиотекам других учреждений и ведомств по их заявкам, невостребованным никем литература и передается иногда макулатура. Ну, то есть это уже когда все отсмотрели, все проверили, и ну, что-то может быть не в годном состоянии, что-то может быть совсем-совсем устарело. То есть какая-то часть литературы, она, конечно, уходит. Макулатуру. Так, продолжаем. Информация об обменно-резервном фонде. Так, ну вот, значит, у нас постоянно составляются и обновляются списки информационные той литературы, которую мы предлагаем к эквивалентному книгообмену 4 раза в год, то есть 1 раз в квартал. Мы сейчас немножечко пройдем дальше, я покажу, где это можно все увидеть на нашем сайте. Кроме того, библиотеки республики информируются о наличии в обменно-резервном фонде изданий для докомплектования своих фондов. Это у нас идет личная переписка, и мы предлагаем, библиотеки отбирают, отсматривают, и потом эта литература направляется в общем порядке. Да. Дальше. Вот как раз я смогла показать картинку. Обмен книгами. Это страничка на нашем сайте. Текст. Предлагаем муниципальным библиотекам Республики Коми всем желающим на условиях книгообмена бесплатно пополнить свои книжные полки изданиями из обменного резервного фонда Национальной библиотеки Республики Коми. Вот здесь пока не видно, но существует у нас здесь 2 списка. Это список краеведческой литературы для докомплектования и список непрофильной литературы. Мы потом на сайт зайдем и посмотрим, какие списки на сегодня у нас висят. Может быть, кто-то сразу чем-то заинтересуется и решит, что это издание крайне необходимо для фонда библиотеки. Так, дальше. Управление фондом. Общее организованное руководство обменно-резервным фондом осуществляется директором Национальной библиотеки. Административное руководство формированием, учетом, организацией, размещением и сохранности фонда осуществляет заведующий отделом комплектования и каталогизации. Непосредственное руководство формированием, учетом, организацией, размещением, функционированием и сохранностью фонда осуществляет сотрудник, ответственный за обменно-резервный фонд. Так, дальше идем. Участие обменно-резервного фонда в проектах библиотеки. И здесь мы можем говорить о том, что у нас их не так уж и мало. Да, вот, пожалуйста, я их всех вывела на слайд. И, значит, ну, о чем первый наш проект, наверное, самый ранний и по срокам, когда у нас возник, это «В дорогу с книгой». Проект Национальной библиотеки Республики Коми в поддержку традиций чтения у населения города и республики. В рамках реализации проекта в 2015 году в зале ожидания железнодорожного вокзала Сыктывкара был открыт книжный уголок. А в 2017 году такой же уголок появился на автовокзале столицы Республики Коми.
Наполнять книжные уголки помогают сами сыктывкарцы. Часть книг из личных библиотек горожан, подаренных библиотеке, попадают на полки и бесплатных библиотек на полочке вокзала. В основном это художественная, научно-популярная и детская литература. Любой пассажир, ожидающий своего транспорта на вокзале, может бесплатно взять в дорогу книгу из мини-библиотеки, а также оставить на полке свою уже прочитанную книгу для других пассажиров. Вот такой книговорот у нас организован на железнодорожном вокзале и на автовокзале. Следующий проект – это маленькая свободная библиотека. Вот она у нас здесь. Проект «Маленькая свободная библиотека» начинался с первых 3 книжных, даже 2 книжных домиков в Кировском парке. Это парк культуры и отдыха на берегу реки для свободного книгообмена. Наполнение домиков проходит за счет книжных даров, опять же, жителей Сыктывкара. Каждый житель города, прогуливающийся по парку, может выбрать в книжных домиках интересную для себя литературу. Понравившуюся книгу можно взять домой. Но библиотечка пустовать не должна. Взамен необходимо принести другую книгу. То есть и население пополняет наши домики, и и наша забота. Мы тоже печемся о наших домиках, наводим порядок. В это лето мы даже покрасили, поменяли ручки. Ну, и постоянно мы пополняем тоже литературой. А в 2018 году, вот я сказала, что сначала у нас было 2 домика, ну, это тоже желание наших читателей. Появился еще один домик дополнительный около детской площадки, 3-й, да. И на сегодняшний день в Кировском парке уже существует 3 домика. Значит, в 2018 году проект «Маленькая свободная библиотека» стал победителем муниципального конкурса социально значимых общественных инициатив. Администрация города Сыктывкара выделила грант в 40 тысяч рублей на замену 2 действующих книжных домиков, а также на установку 3-го. Вот на сегодняшний день наши домики выглядят так. Дизайн-макет новых мини-библиотек прошел согласование у главного архитектора Сыктывкара. Домики изготовлены в популярном сейчас эко-стиле. Вот на сегодняшний день у нас уже домиков не 3 и даже не 4, а их 5. В Мичуринском парке появился новый домик. И в районе строителя города Сыктывкара на аллее тоже появился домик. Следующий проект, который я хотела бы вам показать, это проект «Книги лечат». В рамках проекта в 2 отделениях диспансера по улице Гаражной, 4 были созданы 2 мини-библиотеки «Мгновение для душевного чтения», которые ежеквартально пополняются книгами. Цель проекта – с помощью книг отвлечь от грустных мыслей пациентов в больнице, создать им более комфортные условия пребывания, поддержать граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию. Литература находится в свободном доступе, и каждый пациент может выбрать себе книгу по душе. На полках мини-библиотеки романы, детективы, юмористическая проза, поэзия, ну и другие приятные издания. Мы стараемся подбирать книги только новые, только оптимистичные, чтобы они были приятные и действительно повышали настроение наших горожан. Еще, конечно, хочется остановиться и на книжном дворике. Каждое лето на площадке перед Национальной библиотекой Республики Коми открывает свои двери летнее НИ-кафе, книжный дворик. Это уютное место, где можно, не заходя в здание библиотеки, почитать свежие газеты, журналы, поиграть в настольные игры, познакомиться с книжными новинками, воспользоваться бесплатным Wi-Fi, приятно провести время. Также в НИ-кафе традиционно работают полюбившиеся многим сыктывкарцам книжные и виниловые фри-маркеты. Это импровизированные развалы, на которых книголюбы и меломаны могут бесплатно выбрать себе книги и пластинки. Кроме этого, книжный дворик активно работает со школьниками в летний период, организует для детей, прибывающих в них, познавательные и развлекательные мероприятия. Так, спасибо за внимание. Наше занятие подошло к концу. Вопросы какие-то появились? Секундочку. Есть вопросы по теме? Нет пока, да? Но я думаю, что если тема была интересна, то, возможно, вопросы какие-то появятся. Если мы их сейчас не увидим, то, пожалуйста, обращайтесь непосредственно ко мне или пишите. Я постараюсь ответить. Так, самое главное я не сказала. Но я очень волнуюсь, вы меня, пожалуйста, простите. Я хотела поделиться с вами еще вот такой информацией, что на сегодняшний день
Вот у нас существует устная договоренность с некоторыми библиотеками центральными, но опять же, это Усть-Кулом. То есть мы планируем, значит, когда происходит списание краеведческой литературы, готовятся списки перед тем, как, ну там еще есть время, да, пока литература не окажется в библиотеке, пожалуйста, предлагайте эти списки на списание нам, чтобы мы могли их посмотреть, проработать. Возможно, что-то потребуется нам. Возможно, у нас есть заявки от других библиотек или организаций на определенную литературу. То есть такие заявки у нас 100% есть. Мы стараемся подыскивать необходимую литературу. Ну и вдруг так получится, что вы списываете, вам вроде как не нужна, а кому-то это издание может пригодиться. Так, и еще я хотела бы, наверное, зайти на сайт нашей библиотеки и показать страничку, где мы работаем, чтобы вы увидели обратную связь. То есть не только нам книги дарят, несут, пополняют наш обменный резервный фонд, но и мы тоже, в свою очередь, как-то стараемся говорить о наших дарителях. Так. Вот, пожалуйста, я на сайте Национальной библиотеки Республики Коми. Заходим на страничку о библиотеке. Дальше у нас есть вот такой замечательный раздел. Он называется «Книгообмен о дарах и дарителях». С этим разделом мы работаем. Посмотрите, вот, пожалуйста, мы говорили с вами о книгообмене, да? Там мы говорили о 2 списках, что мы предлагаем на рассмотрение 2 списка ежеквартально, мы их обновляем, пополняем. Эти списки активно используются. Так, вот на сегодняшний день получается, что очень активно они используются библиотеками других регионов, потому что, ну вот так получилось пока. То есть вот у нас списки краеведческой литературы, сейчас я открою, мы посмотрим. Так, вот, пожалуйста, открылся. Мы их тоже немножечко модернизировали, они у нас стали яркие, красочные. Сейчас они откроются, и вы увидите. Так, немножечко медленно, но мы подождем. Так, таким образом. То есть мы постарались максимально, чтобы было наглядно. То есть у нас в нашем списке есть обложка, есть название, есть аннотация. То есть вот так вот. Это у нас список по краеведению. Здесь и история, и художественная литература. Да, и очень достойные как бы издания в хорошем состоянии. Пожалуйста, смотрите, обращайтесь. Секундочку. Вот я здесь, если закрою, я не выйду совсем. Вот так. Так, и второй список, это у нас список непрофильной литературы. Сейчас я его тоже открою, посмотрим. Он должен выглядеть точно так же. Обложка, аннотация, название. Да, вот, пожалуйста. Если кого-то заинтересует данная литература, пожалуйста, обращайтесь. Эти книги еще есть в наличии. Как только книга заказана и мы готовим партию, мы убираем из списка. То есть вот на сегодняшний день у нас висит, сколько там книжек получается? 11, да, возможно, их было больше, потому что часть литературы мы уже кому-то предложили, кому-то она потребовалась. Так, дальше заходим. Кроме того, у нас есть такая замечательная страничка. Мы говорим спасибо. Сюда мы также готовим материалы, размещаем о наших дарителях. То есть вот в апреле месяце, да, для библиотек Республики Коми, для Национальной библиотеки, для фондов Национальной библиотеки, в том числе и для обменно-резервного фонда нашей библиотеки мы получили замечательное издание Лидии Кустаревой «Отпечатки природы». Вся информация и наша благодарность автору. Так, ну вот, вроде бы и все. Спасибо за внимание. Было очень приятно поделиться своими знаниями. Всего хорошего. До свидания.